Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. Коротко о главных темах. Послабление ограничительных мер планируется в регионе после майских праздников. Через пару минут расскажем о текущей обстановке в карантинном городе Алдане. И сегодня, в день рождения радио, почтили память и установили памятный барельеф об Александре Борисове. На сегодня в Якутии зарегистрировано 385 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Айсен Николаев. За минувшие сутки в регионе выявили 37 больных коронавирусом, по одному случаю в Ленском и Аймиконском районах, оба связаны с вахтовыми рабочими. 35 человек выявлены в Якутске, 2 случая по очагу с офтальмологической больницей, 30 человек обнаружены в закрытом на карантин общежитии СВФУ. При этом у всех у них болезнь проходит абсолютно бессимптомно, без температуры, без никаких других показаний ОРВИ. Поэтому врачами, медиками сегодня принимается решение, что они будут лечиться амбулаторно. По городу Якутску также 2 случая по республиканской офтальмологической больнице еще дополнительно. В целом хочу сказать, что те меры, которые у нас принимались до праздников по городу Якутску, они в целом дали результат положительный. Но вот, конечно, эти вспышки, которые вот у нас была сейчас по офтальмологической больнице, которая вот сейчас наблюдается по одному из общежитий Северо-Восточного федерального университета, так, они показывают, что появление больных именно в таких коллективах достаточно, где много людей собрано, оно дает очень такие серьезные негативные результаты. Поэтому будем в этой ситуации работать и по повышению ответственности руководителей, и медицинских учреждений, и образовательных учреждений. Между тем, 5 человек за сутки излечилось от коронавируса. 4 пациента в Якутске и 1 в Сунтарах. Общее количество излечившихся теперь 51. Кроме того, ситуация с Чииндинским нефтегазоконденсатным месторождением, по словам главы Якутии, под контролем. На сегодняшний день вывезено более 1300 человек. Вывозные рейсы продолжаются. Завершается обработка результатов вахтовиков в лабораториях страны. Анализы сейчас завершаются, их обработка в Москве. И хочу сказать, что, конечно же, их результаты, об этом я тоже вчера говорил, они гораздо лучше всех тех прогнозов, которые выдавались. Так? То есть речь о количестве больных, она у нас будет идти и ограничиваться несколькими сотнями, так? И процент, конечно, далек даже от 10% общей сложности инфицированных. При этом хочу сказать, что по Чаиндинскому месторождению мы видим, что порядка 95% вот тех, у кого это анализ положительный, она у них проходит абсолютно бессимптомно. Вот. На самом месторождении тяжелых заболевших нет, все они вывезены или в медучреждения Республики Саха-Якутия, и ранее они направлялись вот на Ямал и в Омскую область. Возвращаясь к ситуации в СВФУ, по последней информации, все 319 человек, это и студенты, и персонал общежития, сдали анализы. По итогам тестирования в данное время коронавирус обнаружен у 30 студентов. Они получают амбулаторное лечение в изоляторе на базе общежития. Болезнь у них, как отмечалось ранее, протекает в легкой форме. Сейчас их перемещают в обсерватор, который сегодня заработал в другом общежитии по адресу Губина 5. В здании действует строгий карантин, ежедневно проводится дезинфекция. Никто не выходит наружу, в том числе и персонал. Образовательный процесс продолжается в дистанционном режиме. Между тем, руководство университета отмечает, что источник заражения еще не выявлен. Тот студент, у которого инфекция подтвердилась прежде, чем у остальных, возможно, не является первым носителем COVID-19. Студент придерживался режима самоизоляции и выходил только в ближайшие магазины. Всех больных уже отвезли в больницу, сейчас открытую на здании нашего общежития, это на Губина 5. Задействовали автобус нашего университета для того, чтобы было удобно и большим количеством сразу партиями туда увозить. И надеемся, в течение сегодняшнего дня всех заболевших туда мы переведем. С нетерпением ждем результатов именно всех анализов. Сейчас еще осталось где-то около 70 анализов из всех 300. И надеемся, что у нас кардинально не увеличится количество заболевших. И очень надеемся, что вот локализация всех студентов и полный карантин данного общежития подвигнет к тому, что мы в скором времени там осилим вот эту болезнь, и в 20 числах мая мы уже этот карантин закроем.
Власти Якутии после 12 мая планируют постепенно послаблять ограничительные меры, введенные ранее для недопущения распространения коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава СН Николаев. С учетом размера региона власти разделили территорию на 4 условные группы. В первую вошли арктические и другие труднодоступные населенные пункты, где ранее ослабили часть ограничительных мер. Во вторую группу вошли сельские территории, которые удалены от крупных городов и транспортных узлов, и в которых нет случаев заражения коронавирусом. К третьей группе относятся такие крупные города, как Мирный, Нерюнгри, Якутск, где сохраняется достаточно много ограничений. На первом этапе планируется разрешить работу ателье, химчисткам, затем магазинам в жилых домах с отдельным входом, но при условии соблюдения всех защитных мер. В четвертую группу вошли территории, где введен карантин. Это Алдан с прилегающим к нему поселком Ленинский, Чиндинское месторождение и вахтовый поселок в Сунтарском районе. Там послабления будут только после нормализации ситуации. Теперь узнаем о текущей эпидобстановке в карантинном Алдане. Я передаю слово своему коллеге Руслану Павлову. В Алдане ситуация спокойная, подтвержденных случаев коронавируса нет. С оперативной информацией главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Здравствуйте. Да, среди населения Алданского района новых случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Работники ОМОНа, у которых были взяты анализы, дали отрицательные результаты, после чего были выписаны из обсерватора инфекционного отделения. Проводимые меры по изоляции граждан дают свои результаты. На сегодняшний день есть реальная возможность снятия карантина с Алданского района, с города Алдана и поселка Ленинский при соблюдении этих мероприятий до окончания майских праздников 11 мая. Это оперативная информация по Алдану на сегодня. Мы следим за развитием событий. Агентство ТАСС опубликовало видеокадры о том, как в Санкт-Петербурге проходят похороны людей, болевших коронавирусом. За весь период в городе скончалось 40 человек. На кадрах захоронение происходит на Новом Колпинском городском кладбище. Перед тем, как закопать гроб, его посыпают смесью гашеной извести с хлором. А следующие кадры пришли из госпиталя Владивостока. Там оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, а также внебольничной пневмонии, вирусной этиологии. По данным на сегодня, количество заболевших в крае за сутки увеличилось на 43 человека и составило 727 случаев. Общее количество выздоровевших в регионе составило 130 человек. Среди тех, кто справился с болезнью, отмечают 3 детей, а также 94-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. К другим новостям. Дополнительные средства медикам начали выплачивать в Якутии. Отличительной особенностью нашего региона является то, что якутские врачи за борьбу с коронавирусом получают как федеральные, так и региональные надбавки. Кто и на какие суммы может рассчитывать, расскажет Сергей Михедов. Денежная помощь, связанная с распространением COVID-19, начала постепенно доходить до якутян. Начнем с выплат медикам. Напомню, глава государства дважды сообщил о выделении средств из резервного фонда правительства страны для так называемых стимулирующих выплат медработникам, ведущим борьбу с COVID-19. Согласно постановлению правительства России, от 2 апреля за период с марта по апрель в Якутии выплаты стимулирующего характера получили более 1300 медицинских работников. Сюда входят сотрудники поликлиник, скорой помощи и других медучреждений. На общую сумму почти в 70 миллионов рублей. Таким образом, более 350 врачей, почти 800 человек среднего медперсонала и чуть более 200 младших медработников получили денежное вознаграждение. Что касается второй федеральной помощи медикам, согласно постановлению правительства страны от 12 апреля, то стимулирующие выплаты за апрель уже получили более 600 медработников на сумму почти 35 миллионов рублей. Это около 100 врачей, примерно 330 работников среднего медперсонала и около 130 медиков младшего персонала.
Начали выдавать медицинским работникам и региональную премию. Еще в середине марта, когда в Якутии впервые был выявлен больной коронавирусной инфекцией, главой республики Айсеном Николаевым принято решение о начислении медикам стимулирующих выплат от региона. Данные выплаты установлены в следующем размере. Врачам 66 тысяч рублей, среднему медперсоналу 40 тысяч, младшему и прочему медперсоналу 20 тысяч рублей. По данным, предоставленным республиканским Минздравом, такую материальную поддержку уже получили более 2000 медицинских работников на общую сумму 40 миллионов рублей. И, как отмечают сами медики, стимулирующие выплаты доходят до адресатов в полном объеме. В данное время в нашей больнице работает 50 человек. В апреле все сотрудники получили выплаты за март, республиканскую и федеральную. Сумма выплат у всех разная. Это зависит фактически от отработанных часов в месяц. В мае ожидаем выплаты за апрель. Такие выплаты начали получать якутяне. Мы будем дальше следить за помощью, поступающей в связи с распространением коронавируса. Оставайтесь с нами и берегите себя. Теперь актуальная информация о половодье на реках Якутии. Активная фаза ледохода на реке Лени все еще проходит в Алекминском районе. Нижняя кромка наблюдается на участке Хатынг, Тумул, Саныахтах. Уровни воды при вскрытии на 0,7 метра ниже нормы. В пределах центральных районов рост уровней над минимальным зимним составляет 2,5–3,2 метра. Отмечаются закраины и лед подняло. На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Алданского района. На всем протяжении продолжается повышение уровней воды с различной интенсивностью. На реке Амга у гидропоста Амга наблюдается затор льда ниже поста. Суточный рост уровня воды составил 3,5 метра. На реке Вилюй в пределах Сунтарского района отмечается ледоход различной интенсивности. Ниже по течению продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 8 до 70 сантиметров в сутки. На реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим. Сегодня, в день рождения радио, почтили память человека, внесшего огромный вклад в развитие телевидения, радиовещания и инфокоммуникации Якутии. На здании технического центра телевидения и радиовещания открыли памятный барельеф об Александре Борисове. Александр Ильич прошел насыщенный трудовой путь от простого инженера до министра связи и инфокоммуникации региона. А зрителям запомнился в первую очередь по циклам передач «Охота и рыбалка в Якутии», автором и ведущим, который выступал. Как отметили участники мероприятия, Александр Ильич был человеком чести и человеком дела. Благодаря Александру Борисову в Якутию пришла оптоволоконная сеть и появился скоростной интернет. Развились телекоммуникации в целом, а телевидение и радиовещание значительно продвинулось вперед. Было построено новое здание ТЦТР, на котором и разместили памятный знак. Напомню, Александр Борисов трагически ушел из жизни 8 мая прошлого года. Он не дожил до 60-летнего юбилея всего 1 год. Стоял у истоков вообще развития сети телевидения, радио и связи Якутии. С его именем связан приход оптоволокна в город Якутск, в республику. С его именем связано развитие электронного правительства, дата-центра, практически всех инициатив по строительству сотовой связи, 4G, LTE. Александру Ильичу должно было исполниться 60 лет, 3 августа. Мы к 3 августа выпускаем юбилейную книгу. Сегодня-завтра на НВК СХ выйдут телепередачи «Человек чести», посвященные памяти Александра Ильича. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.